Что-то не спится мне. Время уже 3 час ночи. Начал сборы к дороге. Включил Digital Imported Radio, нью-йоркское радио по электронной музыке. И как раз попал на вещание State of Trance Армина ван Бюрена. 100 лет не слушал. Утро. Вот принял душ, собрался, принял душ. Сейчас одеться и ехать. Жду Адама. Адам должен подойти. Дам ему ключи и поеду. О, хорошо начинать день с душа. Жалко, редко такое получается. Адам вернулся. Мой дружище китайский. Большое ему щеще. Thank you very much за поддержку, за то, что помогает путешественникам. Вот и мне помог. Отдохнул 2 дня. Сейчас выдвигаться и долбить до вьетнамской границы с новыми силами. Вот. Так что едем. Спасибо большое. 下次我们一起去旅行。We will travel together. Thank you very much. Он в желтом стоит регулировщик. На всех крупных перекрестках почти они стоят, потому что без них тут беспредел начнется, скорее всего. Сейчас ищу, одним глазом еду, одним ищу веломагазин. Неужели? Зашел в Мериду, нашел. Есть Maxxis Overdrive 28 на 1.5. Стоит 194 юаня. Короче, 2 косаря почти стоит. Но мне деваться некуда, придется брать. Хорошая вроде. Сейчас посмотреть, что тут по велокомпам есть. Мой так и не заработал. Ну все, вот взял пока сейчас покрыть камеры. Колодки запасные. Сейчас буду ставить резину на велосипед. Поехали. Иногда так раздражает, когда ты сидишь, занимаешься делом, кто-то стоит, смотрит, и прям ничего не получается. Не люблю, когда над душой кто-то стоит. Могут спокойно они стоять, надо помогать обязательно. Не могут смотреть, что я работаю, тружусь. Чуть-чуть. Ладно. Им за счастье помочь белому человеку. Взял еще очечки. Получается за 96 юань. Недорого, и там 4 комплекта линз. Как раз то, что нужно. И взял еще велокомпьютер сигмовский, опять же. Ну, нормально, пойдет. Без компа ездить тоже как бы. Нужно считать все. Что, еду дальше. Главное, колесо теперь нормальное. Шоссейная теперь будет как запасная. Вот она у меня здесь. Маленькая, компактная как раз. Выезжаю из города. Сейчас вон мандаринки, привал небольшой. Мандаринки кушаю. Адам дорогу дал. Ну все, велик готов. Дороги, баки полные, гречкой. Главное, резина задняя нормальная. Теперь я уверен, спокоен. Жарко. В шлеме неудобно ехать, когда солнце. Хочется снять его. Но надо привыкать. Хопа, гонщики, бля. Сейчас я всех обгоню, сейчас всех. На. Опа. Я первый. Я первый приеду. Вот ради прикола зашел уже в Джант опять. По трассе смотрю, тут опять ничего нет, короче. В общем, в Китае магазин Джант беспонтовый.
Надо в Мериду. Вот в Мериде я сразу все нашел. Их поменьше, но ассортимент получше, как оказалось. А вот уже ужин в палатке. Гречечка. Заварил ее кипятком. Взял для нее крылышек он попробовать с этими куриными ножками. Больше этого делать не буду. У них любой продукт сопровождается каким-нибудь лицом. Начиная там от скутеров, заканчивая вот крылышками. Типа какое-то авторитетное лицо, там может актер какой-то, я не знаю. Там типа его подпись. Китайцы вообще какие-то падки на смазливые личика. Смазливые лица. А поесть и спать и высыпаться. За 3 ночи, что я был в городе, недосыпа у меня много скопилось. Так что сегодня буду спать от души.元对等通通只卖10元。原价卖2块，买啥都2块，随便挑，随便挑。Доброе утро! Едем, погода жаркая, наконец-то одел футболку. Сегодня будет жаркий день. Это хорошо. Наслаждаемся. Ну вот рис тоже так же сушат, как кукурузу на дороге. Вот нормально. Поел лапшу, короче. Лапша какая-то за 150 рублей, за 15 юань, жесть. Я не пойму, они пользуются тем, что я иностранец, что ли, ничего сказать, доказать не смогу. Ну ладно. Можешь мне черепашку завести, а? А, девчонки? А то тяжко без домашних животных. А можешь свинью завести, а? И пригодится когда-нибудь. Давай, Ипак. Пока-пока, свинки. Ну вот, уже вечер, день подходит к концу. Надо искать ночлег. В ритм я пока не вкатил. Тяжело пока даются километры. Сегодня вот сейчас проехал 100 километров. Считай, отдыхал сколько? Когда без колеса был, 2 дня практически я не ехал. И потом еще в Чаньше отдыхал еще 2 дня, то есть 4 дня. Уже форму потерял чуть-чуть. Сейчас нагоним. Сегодня, завтра уже будет полегче, потом еще полегче. Дай бог, с погодой везло. Но я посмотрел прогноз. Послезавтра уже будет дождь. Дня 3 будет дождь по прогнозу. Ну, посмотрим, там видно. Все, наконец расположился. Ехал по темну где-то часик. Проехал 130 километров. Нашел вот лесок. Долго искал такого. Все, спать сегодня я вымотан.
Все, проснулся. Что-то я долго просыпаюсь. Сейчас время 10-20. Надо пораньше бы вставать, чтобы режим был и побольше успевать проезжать за день. Осталось до границы 1000 километров. Сегодня 6 число. 1000. В общем, как раз я впритык еду. Мне 17 числа примерно надо уезжать. 1000. Да. В день по 100 километров. Можно стараться больше, конечно, как вчера, 130. Но будет видно. Успеваем в целом, нормально. Мандаринок нарвал. Не спелых, правда, еще таких. Кисловатенькие. Но меня это не останавливает. Так что все равно вкусные. Встал на обед в каком-то микрорайончике. Сейчас вам буду кушать овсянку с бананчиками, вкуснятина. Еще туда изюмчик упустил, и вообще все отлично. Жарковато сегодня. После тех холодов с дождями как-то непривычно и очень жарко. Хотя погода-то по температуре всего 23-24. Но все равно едешь какой-то в куматозе. Проехал сейчас время час. Проехал где-то 45 километров. Но я так прикинул по километражу, мне нужно, если я хочу отдохнуть в Нанине, это приграничном городе, то мне нужно по 130 километров делать в день примерно, чтобы выкроить еще денек. Ну, дай бог получится, посмотрим. А так я пока впритык еду. Если ехать по 100 километров в день, то успеваю. Слышно? Чуть-чуть хруст. Неужто песок попал во втулку? Надеюсь, пройдет. За лапшой дали целый тазик ее. О. Все, зелени мне накидали. Как раз есть Wi-Fi, сейчас все закидаю. Ох, красавец какой. Ты чё? Пристегнули тебя, что? Нифига кот на цепи сидит. На трассе стоял, короче, отдыхал. Подъехал вот чувак на мотоцикле. Что-то спросил, откуда я. Я говорю, Росы, из России. Что-то он мне еще сказал, короче, я не понял. И такой жест показал, типа, езжай за мной. Такой чувак на мотике, но в костюмчике. Я что-то чухал неладное, короче. И свернул на ближайшую ночевку. Я как бы не за ним ехал. Он уехал вперед. Но по жесту я понял, что типа езжай за мной. Но как я понял, что это какой-то госслужащий, потому что он был в костюмчике. Я от греха подальше сейчас зарулил на ночевку. Нашел какое-то еловое здесь местечко. Проехал из-за него всего 80 километров, даже сотки не дошел. Но лучше так, чем терять время сейчас опять в каком-нибудь отделении сидеть. Выяснять, кто я, что я, зачем. Чушь мне так не везет. Хотя не факт, что, конечно, это из полиции или еще откуда-то. Может, он просто меня домой хотел пригласить, я не знаю. Но вряд ли, нет. Сомневаюсь. В отделение он меня хотел пригласить.